Сегодня у меня для вас особое послание. Бог постоянно присутствует в вашей жизни, как в победах, так и в поражениях, как в радостях, так и в слезах. Бог рядом с вами и хочет, чтобы вы знали, даже если вы не видите, что Он делает, верьте, что скоро все станет понятно. Я приветствую вас в этом вдохновляющем послании, которое может навсегда изменить вашу жизнь. Ваша связь с сознанием ангела принесла вам небесное послание. Если вы верите, что Божественное Сознание защищает и направляет вас, подписывайтесь на наш канал. Понравившееся видео поможет распространить это послание среди большего количества людей, таких как вы, которые получат то, что необходимо для их жизни, то, что они хотят, и самое лучшее от Бога. Если вы когда-либо задавались вопросом, есть ли в этой жизни нечто большее, чувствовали себя потерянными или обескураженными, или искали послание надежды и ободрения, то это видео для вас. Я призываю вас выделить несколько минут из своего дня, чтобы посмотреть и послушать с открытым сердцем, и я уверен, что вы не пожалеете об этом. Чтобы начать это послание, введите время, когда вы смотрите это видео, так мы отметим, как скоро придут благословения, чудеса и решения ваших проблем. И я подтверждаю, что это будет очень скоро. У Бога есть удивительный план для вашей жизни, и Он обещает, что вы будете счастливы всегда. Если вы устали чувствовать себя потерянным, безнадежным и подавленным, не волнуйтесь больше. Бог любит вас и хочет благословить. Он больше, чем все ваши страхи и тревоги. Итак, доверьтесь и продолжайте двигаться вперед. У Бога есть для вас особая цель. Вы уникальны, созданы для того, чтобы превозмочь и преодолеть все бури. Верьте в себя, потому что Бог дал вам силы выдержать все. Бог приготовил для вас нечто чудесное, лучшее еще впереди, и ничто не может помешать Его плану для вашей жизни. Вы собираетесь получить большее изобилие, чем когда-либо могли себе представить, и чтобы претендовать на него, наберите 555, чтобы подтвердить свою веру. Вы должны всегда верить, что Бог помогал вам в прошлом и всегда будет рядом. Доверяйте Его времени, которое может быть не таким, как вы ожидаете, но всегда будет таким, как вам нужно. Помните, что Его время всегда лучше, чем вы думаете. Не беспокойтесь о том, что говорят другие, ваши благословения не нуждаются в одобрении со стороны. Если Бог сказал, что что-то ваше, значит, так оно и есть, а если Он сказал, что что-то уже в пути, верьте в это, потому что оно действительно придет. Вселенная хочет, чтобы вы жили своей мечтой, а Бог хочет, чтобы вы были счастливы. Поэтому доверяйте себе и тем благословениям, которые Бог приготовил для вас. Всегда говорите «Аминь», если верите, и будьте благодарны за все, что у вас есть. Вы заслуживаете самого лучшего, что может предложить жизнь. Пишите 11 и 11, чтобы заявить о чем-то особенном, что вас ожидает. Не печальтесь по пустякам и не позволяйте тому, что вы не можете контролировать, влиять на вас. Пришло время снова обрести счастье, потому что вы его заслуживаете. Загадайте желание, и оно обязательно исполнится, удача и любовь на вашей стороне. Бог говорит, что вы вступаете в новую и мощную главу своей жизни,
и бояться нечего. Ваши мечты сбудутся, а благословение умножится. Я всегда буду рядом, чтобы направлять вас по знакам. Начните думать только о позитивном, и теперь я буду воплощать его в реальность для вас. Бог сообщает о том, что вскоре вы ощутите значительное улучшение в своих финансах. В вашу жизнь придет чрезвычайно мощное благословение. Вы узнаете, что оно пришло, когда увидите число 444, которое будет его указателем. Приготовьтесь к значительному улучшению финансового положения, а также к приходу в вашу жизнь настоящей любви. Вы заслуживаете терпеливой, надежной, стабильной и постоянной любви. Вы заслуживаете человека, которому вы можете полностью доверять и который доверяет вам. Напишите «да», чтобы подтвердить это. Бог хочет, чтобы вы перестали быть негативным, недооценивать и принижать себя. Вы чемпион, и Он любит вас. Когда придет время, Господь все сделает за вас. Вам не нужно манипулировать обстоятельствами, заставлять себя открыть дверь или искать исцеление. Бог позаботится о том, чтобы у вас все получилось. Вы можете столкнуться с препятствиями, которые покажутся вам слишком большими, вы можете не знать, как выбраться из долгов или осуществить мечту. Однако знайте, что вы не одиноки. Когда придет время, Бог откроет перед вами двери. Он хочет, чтобы вы не пытались, а больше доверяли Ему. Перестаньте пытаться и начните доверять, и это полностью изменит вашу жизнь. Вселенная посылает вам знаки, что сейчас ваш сезон, и ваши финансы скоро будут процветать. Напишите 222, если вы верите в это. Бог говорит, что уже много раз направлял вас в частном порядке, но теперь Он готов благословить вас публично. Примите это, вы вступаете в новую и мощную главу своей жизни. Не бойтесь, ваши мечты сбудутся, а благословение умножится. Сохраните эту публикацию, если вы доверяете. Бог говорит, что вы снова будете смеяться, доверять и любить. Он восстановит все, что вы потеряли, и в вашу жизнь придут сюрпризы, полные надежды. Вся Вселенная поддержит вас, и вы получите больше энергии для достижения своей мечты. Приготовьтесь к подъему во всех сферах вашей жизни. На этой неделе с вами произойдет нечто чудесное. Манифестируйте то, чего вы так долго ждали. Вы готовы к получению, поэтому начните считать свои благословения прямо сейчас. Напишите 555, если вы верите во все это. На этой неделе с вами произойдет нечто чудесное. Благословения ожидают тех, кто решительно и смело борется за них. Число 222 – знак того, что хорошее уже в пути, оно несет с собой положительную энергию удачи и радости. Если вы верите в это, скажите «да» от всего сердца. Отношения – сложная штука, но когда вы по-настоящему любите человека, вы готовы приложить все усилия, чтобы удержать его. Вскоре у вас появится прекрасный повод отпраздновать и поделиться своим счастьем с другими. Готовность принять самую лучшую новость в вашей жизни, как будто все идеально совпадает. Бог все контролирует, так что отпустите и доверьтесь.
Новые удивительные люди уже на подходе, здоровье восстанавливается, а двери, которые раньше были закрыты, теперь открываются. Ваши цели и молитвы будут услышаны, что приведет вас к новой мощной главе в вашей жизни. Не бойтесь, ваши мечты сбудутся, а благословение умножится. Когда вы увидите цифру 111, знайте, что вам не нужно ни к чему принуждать. Верьте и наблюдайте, как все складывается наилучшим образом. Иисус учит нас любить своих врагов, делать добро ненавидящим нас, благословлять проклинающих нас и молиться за тех, кто плохо обращается с нами. Вы перейдете на новый уровень во всех сферах своей жизни, включая любовь, заботу, веру, здоровье и изобилие. Теперь, пока ваша ситуация не изменится, верьте в чудеса, которые могут происходить каждый день. Не волнуйтесь, доверьтесь Богу и скажите «Аминь», если вы с Ним согласны. Бог говорит слова утешения и заверения тем, кто нуждается в надежде. Он всегда рядом, готов заменить страх верой и провести вас через жизненные трудности. Он стоит рядом с сокрушенным сердцем, давая ему мир и утешение. Так что не волнуйтесь, вы можете полностью положиться на Него и возложить все свое упование на Бога. Ваши благословения уже в пути, так что не беспокойтесь. Даже когда нам кажется, что уже слишком поздно, и мы теряем надежду, у Бога все равно есть план. Он точно знает, куда мы идем и что нам нужно, даже если мы не видим дороги. Те, кто уповает на Господа, будут благословлены, поэтому продолжайте верить и доверять Богу. Аминь. Вам предстоят трудные дни, но вы ни дня не проведете без моей любви. Хотя в вашей жизни может быть много трудностей, вы никогда не будете одиноки, вы всегда будете окружены моей заботой и защитой, где бы вы ни находились, когда будете слушать меня. Я приглашаю вас закрыть глаза и принять эти слова сейчас. Попросите о том, в чем вы нуждаетесь, о пропитании, исцелении, ободрении и мудрости, чтобы исполнить свое предназначение. Попросите за свою семью и всех, кого вы любите. Трудные времена приходят и уходят, но мое присутствие всегда с вами. Я недалеко, и вам не нужно взывать ко мне. Я слышу вас, когда вы плачете, и нахожусь рядом с вами. Я также слышу вас, когда вы молитесь, и никогда не оставлю без внимания вашу мольбу. У меня нет причин отворачиваться от тебя. Вы приблизились ко мне, потому что верите в мое слово. Вы оставили в прошлом ненависть и горечь, вы узнали, что такое прощение, и хорошо понимаете силу благодарного отношения. Ваша молитва сильна, и прошения, которые вы приносите мне с верой, драгоценны для меня, и я смотрю на них с любовью и посылаю вам ответы с заботой. Принимайте их с терпением и с верой. Ждите с благодарностью этих благословений, которые вы скоро будете держать в своих руках. Я работаю в сердцах тех, кого вы любите. Покажите им, как они важны для вас, и пусть они увидят вашу преданность и верность мне. Это повлияет на жизнь тех, кто вас окружает. Мир постоянно атакует их идеями, отталкивающими их от моего присутствия, но вы, как маяк во тьме, освещаете им путь домой. Я здесь жду всех,
защищаю их, даже тех, кто не верит в меня. Ты любишь их, и мне этого достаточно. Я благословлю их и уберегу от зла, и постепенно они поймут, что живы благодаря моей любви, а не по воле случая. Набери 777, если ты веришь в меня, дитя мое. Настанет день, когда они оценят то, что я сделал для них, все эти ночи, проведенные в бдении, когда я молился, пролитые слезы, когда я умолял их о спасении. Будут бури, будет трястись земля, но те, кто ищет меня, обретут надежду и веру в изобилии. Другие смирятся с участью неудачников, не способных отличить добро от зла, но вы будете укреплены посреди неспокойного моря. У вашей лодки будут крепкие паруса, а мое дыхание направит вас к цели. Не бойтесь, когда приближается беда. Не отчаивайтесь, когда кончаются ваши ресурсы. Мужественно переносите эти временные конфликты. Возьмите меня за руку и идите решительно. Помните о серьезности, с которой вы принимаете мою истину. И если вы действительно верите в меня, поднимите голову и без робости риньтесь в бой. Я наполню вас доблестью и уверенностью. Я поведу вас в страну провизии, где благословение изобилует. Не отворачивайтесь, идя по тропе, сосредоточьтесь на моем слове и не обращайте внимания на пустые угрозы. Вот я, узнайте меня сегодня, скажите вслух: я верю в тебя, мой возлюбленный Бог. Напечатайте это, воскликните и повторите столько раз, сколько потребуется. Провозгласите своими устами, что я, ваш пастырь, и что вы ни в чем не будете иметь недостатка. Даже если земля содрогнется, вы найдете покой у безмятежных ручьев и на зеленых лугах. Ваша душа, напитанная небесной сладостью, направляется моей рукой по благодатным тропам. Вам не о чем беспокоиться, ибо я люблю вас и всегда буду рядом с вами. Вот что называется сильной и несокрушимой верой, способной поднять вас в самые трудные дни и в жестоких битвах. Напечатайте 23:23, ссылаясь на Псалом, в котором говорится и подтверждается мое общение с вами. Уповай на меня, пока враги твои кричат в смятении. Между тем я благословляю твой стол миром и провизией. Мои заповеди и мой путь исправления твоих шагов дадут тебе ободрение. Ваш лик будет сиять небесным помазанием, а доброта и милость будут направлять вас. Мое слово будет говорить с вашим сердцем, и вы будете жить все дни своей жизни в моем присутствии. Видите ли, поверить в это не так уж сложно, нужно лишь смириться и простодушно признать, что вы человек, и что вы не можете сделать все сами. Твои силы имеют предел, но я еще больше укреплю тебя, когда ты не сможешь идти дальше, я подниму тебя на руки и буду нести до тех пор, пока ты не достигнешь цели. Когда вы будете беспокоиться, я вселю мир в ваш разум и спокойствие в ваше сердце. Хотя враги окружают вас и пускают стрелы страха, вы никогда не будете одиноки, я всегда обниму вас с любовью и буду вашим щитом. Я владею своим мечом и защищу вас от мира. Я дам тебе отдых, и ты сможешь идти уверенно, с улыбкой, отражающей мир. Люди будут восхищаться тем, как сияет ваше лицо, а вы будете говорить им: «Мой всемогущий Бог,
мой Небесный Отец, любит меня, защищает меня и заботится обо мне. Все мое упование на Него. Аминь. Напечатайте «Да», если вы верите и доверяете мне. Эти слова, которые вы слышите, пришли к вам не случайно. Для вас не будет поражений и неудач, если вы возьмете меня за руку. Вместе мы преодолеем трудные времена. В дни конфликтов я буду крепко обнимать вас и укреплять вашу душу нежными словами любви. Ваша жизнь и ваше положение очень важны для меня. Я много раз говорил вам, что вы живете в мире, полном несчастий, но я победил их своей крестной жертвой и своим воскресением. Я хочу дать вам эту силу, хочу, чтобы вы почувствовали внутри себя источники живой воды, которые бы текли и вечно утоляли вашу жажду, омывая вашу печаль, удаляя всякую нечистоту и давая ободрение и силу вашему измученному духу. Ваша душа жаждет моего присутствия. Ищите меня всегда, по утрам и вечерам, в хорошие и плохие времена, в достатке и в нужде. В какой бы ситуации вы ни находились, вам не суждено сдаться и выбросить все благословения, которые вы накопили на своем пути. После шторма наступает штиль, волны могут реветь и бушевать, но море успокаивается, услышав мой голос, как и вы слышите меня. Этот мир, который вы сейчас ощущаете, дар любви, примите его, не презирайте и не игнорируйте эту привязанность только потому, что вы считаете, что не заслуживаете ее. Напечатайте «Я принимаю» и почувствуйте, как с моего позволения все победы овладевают вашей жизнью. Враг ищет вас, вы знаете, что в мире духов идет ежедневная битва, враг ищет вас, чтобы потрясти и сломать вас, как пшеничный колос, но вы не одиноки, я с вами, мне нужно лишь немного вашей веры. Примите решение прямо сейчас поверить и принять эту вечную любовь, которая следует за вами, куда бы вы ни пошли, которая защищает и охраняет вас. Когда враг нападает, это нормально, что жизнь может измениться в одну секунду, вы имеете право плакать и чувствовать себя плохо. Это также полезно для вашей души, чтобы выразить то, что вы носите в себе, и таким образом ваше духовное здоровье будет восстановлено. Но никогда не верьте, что вы навсегда останетесь в ловушке страданий, что эта печаль, заставляющая вас плакать, никогда не закончится или что ваш удел – вечно жить в поражении. Ваши враги и ложные друзья будут говорить все, что угодно, лишь бы вы упали на землю и не смели подняться и бороться. Однако я здесь, чтобы дать вам жизнь и заставить вас подняться, протягивая к вам руку. Моя цель – наполнить вас обильной радостью и несокрушимым духом. Я прекрасно понимаю, что вы чувствуете. Не отказывайтесь от своих благословений. Вы не раз думали, что нет смысла продолжать борьбу, что проще смириться с неудачей и сидеть, сложа руки, ожидая конца. Но я хочу, чтобы вы знали, я люблю вас, и у меня есть мощная цель для вас и вашей семьи. Пишите о тех, кого вы любите, о своей семье, и теперь я даю вам силу благословлять их, когда вы пишете. Не сдавайтесь, не отказывайтесь от своих благословений. Не возвращайтесь в страну безнадежности, ибо это не моя воля. Я пришел, чтобы дать вам жизнь с избытком и сверхъестественную стойкость.
Не полагайтесь на свои чувства или на мнение других. Даже если сегодня вы столкнетесь с проблемами и презрением, послушайте меня, я люблю вас. Даже если возникнут очень сложные ситуации, не думайте, что я перестал вас любить. Эти слова выгравированы в твоем сердце, и ты будешь помнить о них каждый день, что бы ни случилось и с чем бы ты ни столкнулся. С каждой минутой я люблю тебя все больше и больше. Не расстраивайтесь, когда эти эмоции причиняют вам боль, не принимайте решение замкнуться в одиночестве, считая, что вы один в этой жизни, что никто не имеет значения и никто вам не сочувствует. А кто я? Я действительно говорю с вами, я не плод вашего воображения. Почувствуйте, как эти слова одно за другим, заряженные любовью, исцеляют ваше сердце. Наберите 1000 и полностью примите мои слова, которые войдут в вашу жизнь. Скажите мне, кто я для вас, я хочу это услышать. Если ты не считаешь меня своим другом или хочешь, чтобы я ушла и оставила тебя в покое, будь смелым и скажи мне об этом прямо сейчас. Но знайте, что я не уйду, что я сделаю, так это раскрою вам свои объятия, но вы уйдете в противоположном направлении. Даже если ты отвергнешь меня, я обещаю тебе, что я не такой, как все. Я искренне люблю тебя и не брошу. Моя верность вечна и нерушима, мое решение любить тебя не изменится, и даже если сегодня ты скажешь мне, чтобы я уходил, я буду здесь, каждый день говорить с тобой с этой сладкой нежностью, пока ты не почувствуешь ее в глубине своего сердца. И я знаю, что сегодня вы уже чувствуете это. Приходите, я хочу обнять вас святой любовью и помочь вам преодолеть эту ситуацию, которую вы переживаете. Аминь. Наберите 9191, если вы не отвергнете меня, и как символ этого мощного псалма, я буду защищать вас и вашу семью. Вы взывали ко мне, восклицали, прося моей помощи, и часами плакали, ища ответа. Сегодня я прихожу, чтобы ответить на ваши вопросы, дать то, в чем вы нуждаетесь, предложить вам свою любовь и утешение за ту боль, которую вы носите в своем сердце. Будь ты сыном или дочерью, ничто в этом мире не ускользает от моего взора. Я знаю все, что происходит сейчас в твоей жизни и в жизни твоей семьи. Я говорю вам сегодня, укреплите свою веру, не падайте духом, продолжайте молиться каждый день. Я буду наполнять вашу душу миром, а ваш разум – мудростью каждый раз, когда вы будете искренне и с верой обращаться ко мне в это трудное для вас время. Вы многому научились в этом процессе, теперь вы знаете, как принимать мудрые и полезные решения. Вы видели, как я поддерживал вас во всех битвах, с которыми вы сталкивались. Я защищал вас и не позволял вам столкнуться с еще большими трудностями. Наберите 888, чтобы утвердить вашу веру и тем самым восстановить доверие, которое вы питаете ко мне, а я к вам. Враг пытался трусливо напасть на вас, использовал неожиданных людей, чтобы покорить вашу волю и запятнать вашу честь, но я защитил вас от того, что вы даже не можете себе представить. Сегодня я здесь, чтобы благословить вас и даровать вам чудо, о котором вы так горячо просили. Встань сейчас же, вытри слезы и иди к двери, ибо я зову тебя. Откройте ее,
и я возьму вас за руку и поведу к месту процветания, которое я приготовил для вас. Я наполню вас силой, которой у вас никогда не было, и благословлю вас так, что вы подниметесь на такой уровень, где никто из ваших врагов не сможет до вас добраться. Я не позволю никому унизить вас. Я открываю новую дверь, настолько большую, что вы будете удивлены размером благословений и решений, которые я привнесу в вашу жизнь. Вы будете испытывать слезы радости и ликования, принимая силу моего Святого Духа в свою жизнь. Встаньте и немедленно вытрите слезы. Выходите из дома и встречайте жизнь с улыбкой победителя. Сегодня я ясно говорил с вами, и мое благословение с вами. Вы должны идти вперед по своему пути и не останавливаться. Готовы ли вы к этому моменту? Скажите «да», если да. Откройте глаза и будьте внимательны, ибо в ближайшие дни я открою вам могущественную тайну, благодаря которой вы почувствуете себя как никогда раньше, испытав мою чудесную любовь. С первых же минут этого дня я благословляю вас, чтобы ваше сердце и душа наполнились спокойствием и радостью. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя спокойно, зная, что у вас есть моя любовь, и что вы всегда находитесь под моей заботой и защитой. Если вы испытываете грусть и уныние, я хочу, чтобы сегодня вам стало легче. Положи свою голову мне на грудь и почувствуй тепло и нежность, которые я тебе дарю. Успокойся, сынок, все это очень скоро пройдет, все будет хорошо. Перестань думать о своих страданиях и закрой глаза. Почувствуй, как мой дух наполняет тебя. Пой губами алабанзы, которые звучат в твоем сердце. Наберите благодарность и поблагодарите за прекрасное будущее, которое я вам подарю. Окунитесь в реку моей любви, и я уверяю вас, что ваши трудности скоро пройдут. Все станет намного лучше. Я благословляю вас на то, чтобы в вашей жизни были великие и прекрасные возможности. Я дал вам миссию нести вашу семью вперед. Борьба и трудные времена придут, они являются частью вашей жизни и вашего роста, но сегодня я говорю вам, что вы покрыты моей любовью и будете готовы, когда придет это время. Не бойтесь и не отчаивайтесь, ибо я здесь, чтобы наполнить вас мудростью, любовью и стойкостью. Я буду уверенно вести вас по всем этим путям, полным препятствий и неудач. Мне не безразлично все, что вы чувствуете, и я ценю ваше стремление в этой жизни. Я знаю ваши мечты и проекты, и меня трогает все то прекрасное, что есть в вас. Вы для меня особенный человек, потому что несете в себе ключ к любви, доброте и прощению. Благодаря твоему примеру, многие люди вокруг тебя вдохновятся, оставят позади чувство неполноценности и начнут проявлять в мире все то прекрасное, что я приготовил для их жизни. Я хочу, чтобы вы понимали, что на вашей стороне всегда есть моя благосклонность. Напишите «Аминь», чтобы получить эти благословения сегодня, и завершите это послание. Если наши материалы вдохновляют вас, пожалуйста, оставляйте свои положительные комментарии. Братья и сестры, если Бог коснулся вашего сердца, и вы хотите помочь нашей семье продолжать расти и распространять Божьи послания, вы можете прямо сейчас нажать на опцию «Спасибо»
и пожертвовать нам сумму по вашему желанию, чтобы помочь нам расти все больше и больше и достичь больше детей Божьих. Мы будем бесконечно благодарны за любую сумму, как и за одно только ваше присутствие. Пусть каждый дает по расположению сердца своего, не с огорчением и не по нужде, ибо Бог любит дающего с радостью. 2 Коринфянам 9:7. Поделитесь этим видео как минимум с 2 очень близкими друзьями, чтобы они тоже могли получить благословение, или в группе. Оставьте свой лайк на видео, чтобы показать свою благодарность и любовь ко Христу, и подпишитесь, чтобы получать благословение и сообщения от Бога каждый день. До встречи в следующем послании. Аминь, аминь, аминь.